влился в политическую жизнь Кыргызстана с намерением, что в Кыргызстане все было хорошо. Их конечная цель — это приход во власть. И зачем ты критикуешь? А их воспринимают так же, как мигрантов из Средней Азии. Каждый сотрудник полиции его останавливал. Почему мы имеем право говорить? Мы не можем полноценно наладить контакт. 2 триллиона долларов, представьте, это сумасшедшие деньги. Все, что говорят депутаты в России, не проходит без ведома. То почему мы отказываемся признавать ее уткой? Остановить войну за 24 часа? Зеленский или Путин? Из-за чего подход такой у Трампа? Во-первых, он постоянно врет. Это будет 100 раз больше позор, чем слитие Афганистана. Да? Хороший вопрос. С республиканцами можно. Да. Я намного сильнее России. Мы вывели американскую базу. У меня никакой опасности, что меня заберут на СВО, нет. А те уже говорят, я тебя не знаю, тут такой вообще. Реально ли можно у нас провести иллюстрацию? Я против Бабанова вызывали и говорили, если проспонсировать, у вас будет проблема. Прогнать 70-летних из власти. Урмат Мурза, добро пожаловать на наш подкаст. Друзья, мы сегодня пригласили политика нового формата. Я так открыто скажу. Мой первый вопрос. Вы как политик, вообще как понимаете политику? Что для вас есть политика? В первую очередь, работа в интересах своего народа, в интересах своей страны. И в целом, я бы не сказал, что я прям воспринимаю себя как политика. Просто действительно, я больше можно сказать, что человек неравнодушный к своей стране, будущему своего народа. Я выступаю за независимость, за то, чтобы Кыргызстан был сильный на международной арене, при этом, чтобы в нашей стране была демократия, соблюдались права человека. И каждый человек в нашей стране, в Кыргызстане, ощущал себя не винтиком какой-то большой машины, да, а что каждый человек — это личность. Личность, которая может самореализоваться в той сфере, какой он хочет, да. Конечно, я не рассматриваю себя как политика, но при этом я, можно сказать, влился в политическую жизнь Кыргызстана с намерением, чтобы в Кыргызстане все было хорошо, чтобы мы не плелись где-то в хвосте там стран, да, третьего мира и так далее, чтобы мы по возможности семимильными шагами развивались, чтобы Кыргызстан стал привлекательной страной для умных людей, да, там та же самая, скажем, Силиконовая долина, да, туда приезжает очень много людей, потому что у них есть возможность там реализоваться, чтобы Кыргызстан привлекал интеллектуальные ресурсы со всего мира. В целом, чтобы Кыргызстан стал такой страной, откуда нам не пришлось бы уезжать, и где мы могли бы реализоваться, каждый человек мог бы реализоваться сам здесь, никуда не уезжая, чтобы, наоборот, другие люди из других стран были заинтересованы приехать к нам и какие-то продвигать свои проекты. Почему я говорю политик нового формата? Потому что есть у нас политики старого формата, как я их называю. Кто они? Это те, которые сделают все, что угодно ради голосов, которые могут свои обещания, свои слова просто легко забыть. Это те, которые, делают все, скажем так, ради мандата, да, и для этого они и деньги огромные тратят и так далее. А вы политик нового формата, который в первую очередь работает в интересах определенной идеи, политической идеи. У меня из этого вытекает следующий вопрос. Какова ваша идея политическая? Что вы несете народу, своим избирателям, так скажем? Вы абсолютно правы, говоря, что политики старого формата, их конечная цель — это приход во власть. Понятно, что даже политики нового формата тоже преследуют цель прийти во власть. Политики нового формата, все-таки для них важна репутация. То есть они стараются соответствовать тому, что говорят. И даже, скажем, бывают ситуации, когда ты говоришь какие-то непопулярные вещи в народе, но ты понимаешь, что в конечном счете это будет благом для твоей страны, да? То же самое, например, скажем, я выступаю за то, чтобы Кыргызстан минимизировал свою зависимость от внешних каких-то игроков, да. При этом на этом поприще я постоянно сталкиваюсь с таким большим противодействием. Когда, скажем, например, той же самой России, да. Несмотря на то, что Россия действительно сильная страна, что мы во многом от нее зависим, несмотря на это, мы должны отстаивать свои интересы. Потому что если мы не будем этого делать, то в конечном счете Кыргызстан проиграет, не сможет отстоять свои интересы. Когда я отстаиваю интересы Кыргызстана, то мне говорят, там Россия сильная страна, как ты можешь, там наши мигранты и так далее. Но в конечном счете это выливается в то, что наши мигранты, уезжая в Россию, становятся бесправными людьми, да? Потому что, скажем, то же самое российское руководство знает, что у Кыргызстана там позиция такая, что они боятся что-то высказать, нам какие-то претензии. Даже МИД не выражает каких-то нот протеста в связи с преследованием наших мигрантов, в связи с тем, что там насильно забирают их там на СВО, да, там какие-то мелкие проступки специально сажают, а затем заставляют подписать контракты на то, чтобы уехать, да, там на СВО. И все это происходит из-за того, что
авторитет нашей страны минимален в глазах России, да, той же самой. Скажем, взаимоотношения между людьми можно провести параллель между взаимоотношениями между странами, да, скажем, если человек позволяет себя унижать, если человек позволяет себе над собой издеваться, то, естественно, тот, кто его притесняет, и не сталкиваясь с сопротивлением, будет еще больше унижать, еще больше там оскорблять и так далее, пока вот не встретит сопротивление, да, когда до тех пор, пока человек, которого унижают, не скажет, там, все, хватит. То есть есть примеры, которые доказывают, что это возможно. Тот же самый Саакашвили, да. Когда вот он пришел во власть, то он начал вести исключительно про грузинскую политику. Только в интересах там Грузии, да, там, несмотря на то, что там Россия на него давила и так далее. То есть в какой-то момент было такое, что Грузия Россию полностью изолировала. Там перерубила газ, там, то есть там была полная блокада со стороны России там, по отношению к Грузии. Но в конечном счете мы видим, да, во что превратил Грузию Саакашвили. Достаточно прогрессивная страна, там ВВП ее там несколько раз увеличился. То есть когда во власти сидят люди, для которых интересы своей страны на первом месте, то, несмотря на какие-то внешние противодействия, в конечном счете это закончится тем, что страна придет к успеху. А когда страна постоянно присмыкается, постоянно оглядывается на кого-то, постоянно там ущерб своим интересам, да, то же самое, например, железную дорогу от Китая до Узбекистана мы не можем построить уже на протяжении там 30 лет уже там. Каждый политик приходит, говорит, построю, и в итоге мы так и не построили, да, там буквально какой-то короткий участок, промежуток от Китая до Узбекистана не можем построить сколько лет уже, да. Хотя это прекрасно все понимают, что это в интересах Кыргызстана, потому что мы станем транзитной страной. Кто-то говорит, что там от этого нам пользы не будет, что... То есть Узбекистан товары плюс в любом случае. Через нас это будет, через Казахстан или через там Россию. В конечном счете они придут в Узбекистан. Но при этом, как сказать, плюса от транзита мы не получаем. И при этом все прекрасно знают, что противодействует этому строительству из Китая в Узбекистан наш там старший брат, да, там северный. Потому что это не в его интересах, потому что, скажем, если пробивается дорога до Узбекистана, соответственно, все дальше уходит на Европу, соответственно, у нас появляются дополнительные какие-то рынки сбыта, да, нашей продукции. Страны, там, которые находятся на протяжении всего этого пути, там Иран, Турция, Европа, это все уже потенциально наши как бы, партнеры, да, и с ними нам уже легче сотрудничать. А все эти проекты стопорятся из-за того, что топорились все это время, потому что мы боялись, как сказать, разозлить своего, грубо говоря, Россию, да. И при этом еще должны понимать, что мы живем в информационном поле России. И они нам постоянно внушают, что там вам угрожают эти, вам угрожают те, без нас там Кыргызстан схлопнется, там, без переводов мигрантов Кыргызстану там тоже там недолго протянет. При этом мы должны понимать, что от наших мигрантов Россия получает пользы больше, нежели мы. И вот эта повестка почему-то она нигде у нас тоже не продвигается, да, в наших СМИ. А сейчас уже в 21 веке такое время, когда будет борьба за человеческие ресурсы. То есть раньше, если нам говорили, что планета в целом там будет перенаселена, там, что скоро не хватит ресурсов для людей, да, сейчас мы видим, что в целом вообще в мире, в том числе и там в странах, где высокая рождаемость очень сильно сокращается. Перспектива такая, что скоро не будет хватать рабочих рук вообще везде, во всем мире, да. Поэтому в этом контексте, получается, Кыргызстану уже проще договариваться со странами, где уровень жизни намного выше, где зарплата намного выше, где наших мигрантов не унижают, не будут унижать. И уже, грубо говоря, рабочая сила становится объектом для стран, нуждающихся в рабочей силе. Нужны такие страны, которые могут предоставить рабочую силу, да. Соответственно, за это уже будет борьба между такими крупными державами за рабочую силу. Даже во времена, когда в нулевые, там, когда наши мигранты зарабатывали деньги, переводили их сюда, пользы Россия получала гораздо больше. Потому что в нулевые жирные для России нулевые годы, когда была недорогая нефть, все вот это строительство, которое велось в России, промышленных объектов, квартир, там, домов и так далее, это все было за счет дешевой рабочей силы. А при этом нам также никто не говорит о том, что большая часть того, что присылают мигранты, обратно возвращается в Россию через покупку топлива российского, например, того же, да, через покупку там каких-то других российских товаров, да, там, газ и так далее. Получается, мы живем в информационном поле России, где даже наши граждане отстаивают интересы России в ущерб интересам Кыргызстана. Вот в этом парадокс, да? И меня еще что удивляет, скажем, когда вот, скажем, в взаимоотношениях с Россией говорят, вот Россия сильная, куда нам до нее, мы должны делать все, что она нам говорит. А я тогда спрашиваю людей, то есть вы признаете право сильного? Они говорят, да. Я говорю, хорошо, а почему тогда этот же человек, который возмущается, что, который говорит, что мы должны полностью писать под дудку России, этот же человек почему-то возмущается, когда Россию притесняет Америка. То есть он не возмущается, когда притесняет Кыргызстан,
но возмущает, когда притесняют Россию. Это гражданин Кыргызстана. И я говорю, ну вы же до этого сами сказали, что вы признаете право сильного. Если есть какая-то более сильная страна, соответственно, мы не должны как-то ей противостоять, да, ее вот этим интересам. Но почему вы тогда возмущаетесь, когда более сильная страна Америка в чем-то ограничивает Россию? И вы поддерживаете борьбу России с Америкой за свои интересы, да? А почему вы не поддерживаете борьбу Кыргызстана за свои интересы в противостоянии с Россией? Хороший вопрос. Да, вот представьте, вот насколько промыли мозги, что что наши граждане не отстаивают интересы Кыргызстана, но отстаивают интересы России. Да, у нас это основная проблема, мне кажется. А проблема, скажем, старых политиков в том, что они тоже, вот у них мышление такое, знаете, вот они в основном все как бы выходцы из Советского Союза. Я, в принципе, тоже как бы родился в 84 году, там в Советском Союзе я прожил там 7 лет, да, ну как бы я не с ностальгией не вспоминаю Советский Союз. Я прекрасно помню, что это было. Это были постоянные очереди. Это было, то есть, абсолютно нежизнеспособная экономика. И вот у меня слова «дефицит» и «деликатес», вот они на уровне ДНК у меня отпечатались, да? И до сих пор вот у меня страх какой-то вот перед дорогими продуктами, да, перед дорогими вещами там. Хотя иногда ты вроде себе можешь позволить, как бы не ущерб, да, там вообще своим финансам, но какой-то вот у меня страх остался, да? Что это вот что-то такое, что как бы было недоступно раньше, да? Вот эти вот политики старого формата, они все вот вышли из Советского Союза. Они все жили больше, именно лучшие свои годы прожили в Советском Союзе. Соответственно, когда идет противостояние, ну, как бы отстаивание интересов Кыргызстана и России, они прогибаются под Россию, как правило. Потому что боясь и как-то там... Хотя иногда это даже не сопровождается каким-то риском, да? Просто ты можешь выйти и сказать, ребята, вот это наши не соответствует нашим интересам, мы должны делать то, что в интересах Кыргызстана. И, в принципе, вполне возможно, что Россия даже не ответит как-то агрессивно на это, да? Но мы как бы сами даже не пытаемся отстаивать интересы Кыргызстана, когда начинаются там какие-то разногласия там с представителями России. Да. И стоит отметить то, что вы сами учились в России. Да. У нас же главный аргумент в чем заключается? Вот ты не был в России, ты не знаешь Россию, ты вообще русский язык не знаешь. Ну, как бы главный аргумент в этом заключается, да, типа, и зачем ты критикуешь? Да, вот парадокс в том, что, как правило, люди, которые уезжают, скажем, наши там в Америку, да, куда-то там в западные страны, они приезжают там прозападные, да, потому что им нравится то, что там уровень жизни, им нравится вот качество жизни, да, что там люди живут для себя, то есть у них есть, может, путешествия и так далее. Но я поехал в Россию, я ехал, наоборот, пророссийским, а вернулся прокыргызстанским, потому что я понял, что надо разделять, да. Я еще больше стал патриотом Кыргызстана, я еще больше стал независимостью Кыргызстана, потому что я, когда учился в университете, моими соседями по комнате были представители малых народов России. Вот первый год я жил со студентом из Хакасии. Тут наши ближайшие родственники на Енисее тоже вот они живут. И тогда вот я понял, что неполноценные, да, в плане того, что вот они, являясь гражданами Российской Федерации, приезжают в Москву, и им говорят «понаехали». То есть они приезжают в столицу своей страны, а их воспринимают так же, как мигрантов из Средней Азии. Да. Вот такое к ним отношение. То есть они второсортные, грубо говоря, да, вот у себя на родине. И не могут, не обладают теми же правами, что и, скажем, этнические русские, да. А потом вот у меня был сосед из Дагестана. Его сотрудники полиции останавливали чаще, чем меня, хотя я как бы из Кыргызстана. И если вот он чисто не брился, если вот у меня появлялась, щетина достаточно густая была, если он начисто не убривался, то он опаздывал на работу из-за того, что каждый сотрудник полиции его останавливал для проверки документов. Из-за этого он был вынужден начисто бриться, чтобы не опоздать на работу, представьте? И вот прямо такая закономерность. Вот он говорит, выявилась такой закономерность, что как только он перестает бриться, он опаздывает на работу из-за того, что его останавливают сотрудники полиции. Являясь гражданином Российской Федерации, Дагестан, часть России, да, он был лучшим учеником у себя в группе по своей специальности. И впоследствии, когда он закончил университет, все его одногруппники, даже те, кто плохо учился, нашли работу по специальности. А он не нашел. Потому что работодатель, когда смотрел Алиев Хадис на имя, он не брал его на работу. И он всегда говорил, вот у нас максимум, чего мы можем, какую работу мы можем найти, это работа таксиста. То есть они, являясь гражданами Российской Федерации, по сути, москвичи воспринимали, ну, в целом россияне как воспринимали как мигрантов Средней Азии. То есть вы понаехали, да? Валите к себе. Куда к себе? Я в России живу. Я россиянин. Куда я свалю к себе? И в этом плане вот ты еще больше начинаешь ценить то, что Кыргызстан независимый, потому что мы у себя в стране, мы, по крайней мере, не второсортные, да? У нас любой гражданин Кыргызстана может достичь того, чего хочет. Если даже у тебя что-то за рубежом не получилось, ты в любом случае можешь вернуться домой и, как минимум, там, не умереть с голоду спокойно, да? Как вот проживешь, там, тебе
В любом случае, там, близкие поддержат, там, и так далее. Да. Самое главное богатство, мне кажется, Да, человека. поэтому, часть в России, я как бы наоборот понял, да, что какое-то великое благо для нас, что Кыргызстан независимый, что мы не остались в составе СССР, да. Часто говорю ребятам, да, которые там... Ну, сейчас, конечно, уже мало таких, которые хотят войти в состав России. Но я говорю, если бы мы были в составе России, то сейчас, вот, Табек, мы с тобой сейчас не сидели бы здесь на подкасте, да, мы с тобой сидели бы сейчас в окопах в Украине. И не факт, что мы были бы живы сейчас. Да. Потому что нас первыми погнали бы туда на убой. То, что сейчас происходит там, да? Это же доказывается фактами, цифрами. Те же самые вот эти вот представители малых народов России, там Бурятия, там Тыва, Якутия, Дагестан, Ингушетия. Там в процентном соотношении намного больше призывали людей, чем в других регионах России. Сейчас вот нам, скорее всего, 100% наши зрители скажут, они сидят и на русском говорят. Да. А вот через язык, каким образом Россия влияет на нашу страну? Просто ответьте, почему мы на русском языке говорим, да? Почему мы имеем право говорить? Нет надобности учить русский язык. И я как бишкекчанин на протяжении долгого времени даже об этом не задумывался, потому что все как бы было на русском языке. Вот именно после, кстати, начала войны в Украине, вот мои, кстати, многие знакомые, которые вот даже не задумывались, городские кыргызы, да, они, да, конечно, старались кыргызский учить, там как бы, но после того, как Россия напала на Украину, они стали делать это намного активнее, да. И сейчас вот, слава богу, у меня достаточно уже как бы поднял свой уровень знания кыргызского языка, и я тоже начинаю понимать, что необходимо учить кыргызский язык, и он должен стать приоритетом в Кыргызстане. Но сейчас у нас в силу того, что достаточно еще большая как бы русскоязычная прослойка, и доносить информацию на русском языке тоже надо, потому что среди граждан Кыргызстана очень большой процент людей, для которых русский язык, ну, как бы, они знают его лучше, чем кыргызский. Соответственно, пока вот эта прослойка людей остается, необходимо на русском языке тоже информацию доносить. И, в принципе, знание языка, помимо кыргызского, это тоже хорошо, потому что это позволяет коммуницировать, да, там, с Россией. Например, я не против России, взаимоотношений с Россией, да. Россия — это наш сосед, ближайший сосед, с которым мы хотим, не хотим, мы будем контактировать. У нас там экономики взаимосвязаны, там невозможно полностью изолироваться от России. Это я тоже прекрасно понимаю. Но просто необходимо России тоже понять, что вот это вот имперское, высокомерное отношение к странам Центральной Азии, постсоветским республикам, оно в конечном счете вредит самой России, потому что оно отталкивает. Любое давление, любое вот это притеснение, оно человеком воспринимается в штыки. Если бы Россия вела такую политику добрососедскую, если бы вот она сама развивалась и не препятствовала развитию других стран, да, не препятствовала нашим контактам с другими странами, да, вынужден делать все с оглядкой на Россию. А что Россия скажет? То есть мы не можем полноценно наладить контакты с другими странами. Даже то же самое, например, вот многие говорят, что мы зависим от российского топлива. А понимаете, проблема не в том, что мы зависим, а проблема в том, что нам Россия не дает из других источников получать топливо. То есть, скажем, мы могли бы у Казахстана брать, но не дают же. А они говорят, это наша, территория, сюда не заходить. Монополизируют. Да, монополизируют, при этом сами нам навязали свое, а при этом говорят, вы должны благодарить нас за то, что мы вам даем вот это. Вы как бы нам не препятствуете, чтобы мы имели возможность взять в другом месте это. Да? То же самое, скажем, топливо можно было бы через ту же самую железную дорогу наладить, например, знаете, там поставки, скажем, построить железную дорогу, мы могли бы получать из Ирана намного дешевле. Если бы Россия сама развивалась, годы войны, там по разным подсчетам, от 1 триллиона до 2 триллионов Россия потратила на войну в Украину. 2 триллиона долларов, представляете, это сумасшедшие деньги. Если бы эти деньги Россия вложила в свою экономику, развивала свои города, если бы Россия стала успешной, если бы в России развивались там новейшие технологии, там крупные компании, да, были какие-то, которые привлекали бы там умы, да, со всей планеты, можно сказать, да, как те же Соединенные Штаты, тогда люди сами потянулись бы к России. Не надо было бы силой навязывать свою дружбу, как это сейчас делает Россия. Она силой это навязывает, понимаете? Какой урок мы должны вынести из войны Украино-российской? Узбекистан в любой момент может на нас напасть. Как бы все боялись, что в любой момент там Узбекистан на нас нападет, что у них армия мощнее, что мы там весь юг придется отдать. В конечном счете, и при этом ни узбекские чиновники, ни Каримов не говорили о том, что они нападут на Узбекистан. На Кыргызстан, вернее, да? А наоборот, даже после Орских событий в 2010 году Каримов не вел войска. То есть это говорило о том, что Каримову это не надо. Ему своей стране надо было. Необходимо было решать вопрос проблему. Там говоря уже там... С Каракалпакстаном, например, да? Потому что вопрос. Вторгаясь в другую страну, ты подрываешь как бы стабильность в своей стране. Соответственно, уже открываются пути для
тех же самых исламского движения Узбекистана, да, то есть ему это 100 лет не надо было. Но нам активно вот этот вот нарратив навязывался. Что Узбекистан может напасть, Узбекистан может напасть. Причем, на мой взгляд, это тоже делалось, скажем, такими пропагандистами, да, российскими. Так вот как-то это завуалировано все было. Потом, когда пришел Мирзиёев, вроде эта проблема отпала, теперь все стали говорить, что типа Китай вот-вот нападет, надо бояться Китая там и так далее, короче. Но при этом Китай тоже. Никто из чиновников китайских нам не угрожал, никто там, ни Си Цзиньпин, никто там не собирался вторгаться в Кыргызстан. Так и у Китая совершенно другие методы экономические. Экономически входит в страну и там начинает продвигать свои интересы. Это Китай, это у них мышление другое совсем, да, на другом уровне. Но при этом единственная страна, которая угрожала нам вторжением в войну, это Россия. Те же самые депутаты Госдумы. Вот мы захотели переименовать район Бишкека на кыргызский манер, да? Там Первомайский, Свердловский. Там, по-моему, спикер, да, этот сказал, что вот надо переименовать район Бишкека. Да. Сразу куча депутатов Госдумы. То есть это, понимаете, это же... Если бы это говорили какие-то обыватели, там, граждане обычно, да, можно было не придавать этому смысла, да? Но это говорят представители российской власти. Депутат — это официальное лицо. То есть это не обычный человек, да, вот он... Все, что говорят, надо понимать, что все, что говорят чиновники в России, все, что говорят депутаты в России, это все не проходит без ведома там, высшего руководства, да? Потому что в России такая ситуация, что инициатива не приветствуется. А все, что они говорят, это все с одобрения там, высшего руководства. И вот депутаты нам начали угрожать, что мы сейчас строим вторую Украину. Тина Канделаки, да, тоже там, это тоже рупор Кремля, это пропагандисты Кремля, да, вот она тоже нам постоянно что-то угрожает, да, вторжением там Украины. Мы вам в Кыргызстане вторую Украину устроим. Потом Садыр Джапаров сказал, что надо, чтобы все госслужащие знали кыргызский язык. Выступил Лавров сразу, да? Как это вы там заставляете людей учить кыргызский язык? Почему это в Кыргызстане госслужащие должны знать кыргызский язык? И каждый раз идет угроза только со стороны России. Даже тот же самый Талибан, казалось бы, да, уже вот эту базу в Канте построили как бы в расчете на то, что она поможет нам сопротивляться вторжению там Талибана, да, со стороны Афганистана, там, боевиков. Сейчас мы Талибан признали как бы... Да, официально власть, признали, да. Сняли вот этот гриф, там, клеймо террористов, да. И все признали официально властью Афганистана. Россия сама признала, уже на высшем уровне сотрудничества. Да. То есть надобность вообще в этой базе, по сути, она логически рассуждать, она отпадает. Соответственно, уже Афганистан к нам вторгаться не будет. Это уже наш союзник, как бы полноценные наши партнеры, да? Но при этом почему-то база остается. Никто, кроме России, нам вторжение не угрожал. Войной нам не угрожал. Но почему-то мы должны бояться Узбекистана и Китая. Парадокс в том, что люди не хотят слышать того, что говорят официальные представители российской власти, не хотят слышать угроз, но при этом говорят о вторжении стран, которые вообще нам никак не угрожали. Верят не фактам, а верят каким-то вот теориям заговора, мы с тобой это говорили, да? Есть такая фраза, да, если утка ходит как утка, да, плавает как утка, кушает как утка, то почему мы отказываемся признавать ее уткой? То есть все говорит в пользу того, что это утка, да? Но мы в силу каких-то предрассудков говорим, нет, это может быть не утка, это вот на самом деле это единорог, да? Просто вот нам говорят, что это не все так однозначно, да? То есть и вот поражает это вот мышление людей, которые отказываются принимать очевидные вещи и верят во что-то, что недоказуемо, к чему нет фактов никаких, да. А как вы относитесь к нынешней ситуации вокруг Украины? На приход власти Трампа, на методы решения этого вопроса, на отношения между Россией и Америкой? Что вы скажете насчет этого? На самом деле, знаете, Украину действительно очень жалко. Что бы ни говорили, да, насчет того, что российская армия оказалась не такой могущественной, как они говорят, что там далеко не вторая армия мира. При этом это надо понимать, что это махина, да, какая страшная военная махина. И на самом деле мужество украинцев просто я поражаюсь, да. И за это надо их просто уважать, да? Да, это люди, которые... У них 100% правда на их стороне. Они защищают свою родину. И опять, понимаете, вот очевидно все. К тебе вторглась другая страна. В твою страну вторглась другая страна. Должен оборонять свою страну, должен защищать. Но при этом находятся люди, которые говорят, что виноваты во вторжении России в Украину, виновата Украина. И в том, что, в общем, украинцы не должны сопротивляться. Те права. Как это?
Как Россия может быть права, если она вторглась на территорию Украины? При этом они говорят, вот это Америка спровоцировала там. Почему здесь не Америка же вторглась, а Россия вторглась? Потом они говорят, Россия воюет со всем НАТО в Украине. Да как она воюет Ну, вы нападите на страну НАТО, и мы посмотрим, как она будет воевать со страной НАТО. Люди какие-то верят в такие вещи, которые нам несут с российских каналов, которые, просто это нелогично, понимаете? Как Россия может, или говорят, Россия воюет не с Украиной, а с Америкой. Ребята, если вы с Америкой воевали бы, к вашим берегам подплыли бы куча авианосцев, за день там камня на камне не оставили бы, да, от ваших военных объектов, от ваших вот этих всех вещей. Вы увидели американские авианосцы? Вы видели американских военных? Вы видели французских там легионеров, да? Вы видели войска НАТО? Россия не воюет с НАТО, Россия воюет с Украиной. То же самое это можно было сказать, что американцы воевали во Вьетнаме не с Вьетнамом, а с Советским Союзом. Потому что Советский Союз поддерживал Вьетнам, потому что там были советские летчики, там советское вооружение было. Америка воевала с Вьетнамом, потому что если бы она воевала с Советским Союзом, там были бы советские войска, полноценные там подразделения, дивизии, там эти армии, да? Президенты стран Центральной Азии, президенты стран постсоветских стран, когда они прогибаются под Россию, еще можно понять, да, потому что в любом случае мы как-то действительно в таком очень невыгодном положении находимся, географически, да, когда мы во многом зависим от России, там, те же самые там энергоресурсы, там, мигранты, там, и так далее. Зависимость в любом случае присутствует, да, и тогда какая-то логика есть, когда наши президенты говорят, что ничего не можем поделать, мы никуда не денемся от России, да. Но когда президент Америки, Трамп, абсолютно повторяет то же самое, что говорит Соловьев, вот это уже, на самом деле, это не делает чести Америке, да? Как так получилось? Это просто парадокс, потому что пока Трамп не стал президентом, многие сторонники Трампа говорили, что сейчас он России покажет. Опять это вот магическое мышление, да, когда вот они верят не в то, что он говорит, а в то, что он сейчас что-то будет такое, да, сверхъестественное, что произойдет, и Трамп покажет свое настоящее лицо. Он говорил, Путин мой друг, там надо остановить войну. Он говорил все, что угодно, но не говорил, что Россия агрессор, не говорил, что она вторгается, Россия, Украина жертва, да. И вот он стал президентом, не стал на сторону Украины, как это говорили многие сторонники Трампа, что сейчас он станет на сторону Украины. Он даже не делает того, что говорил, потому что он изначально говорил, что он остановит войну за 24 часа, а потом он сказал, если Украина не согласится на наши условия, то мы поддержим вернее, если Украина не согласится, мы не будем ее больше поддерживать. Если Россия не согласится, мы Украине дадим столько оружия, сколько надо. Да? При этом Зеленский сразу согласился. Говорит, да, мы готовы к переговорам. Россияне сказали, нет, мы не готовы вначале, да? Но почему-то он украинцам не помог. И сейчас он продолжает, назвал вот Зеленского диктатором. Как это? Человек там 5 лет сидит во власти. Какой он диктатор? Но при этом он ни слова плохого про Путина не говорит. Хотя Путин уже 25 лет во власти. А кто больше диктатор тут? Зеленский или Путин? Даже по срокам. Логично же это все, понимаете? Из-за чего подход такой у Трампа? Там несколько, может быть, причин. Либо ему какой-то действительно там он как-то связан с российскими спецслужбами. Может быть, просто он воспринимает Украину и Россию как одно, в плане того, что он не видит в Украине союзника. Ему важна борьба, может быть, подготовка к борьбе с Китаем, может быть, да? И за счет этого, может быть, он стремится Россию на свою сторону перетянуть, отдав, по сути, земли Украины России. Вряд ли он как-то планирует серьезно противостоять Китаю, потому что один из ближайших его советников — это Илон Маск. Большая часть заводов Илона Маска, они находятся в Китае, да? Илон Маск с самого начала сказал, да, Китай наш друг, и никакого там противостояния не будет. Соответственно, вряд ли Илон Маск позволит Трампу как-то там вступать в противостояние с Китаем. Вот, честно говоря, то, что делает Трамп, оно генерирует столько нелогичных вещей, что даже, честно говоря, не понимаешь, для чего это все делается. Во-первых, он постоянно врет без конца там, то есть он какие-то цифры с головы берет, потом на следующий день говорит другое. Вот эта вот проблема в том, что у нас даже не только в Кыргызстане, да, вообще в целом мире, люди, они отказываются это слышать, да, вот эту вранье, ложь. То есть обычно как бы любой нормальный человек должен понимать, что как бы если политик врет, а стоит ли вообще этот политик того, чтобы занимать такой высокий пост, да? Причем он врет, это буквально там концентрация лжи очень большая. Даже ни один из политиков, вот даже наших, с такой скоростью не выдает, да, вот эту ложь вот эту постоянно. И его вообще он вообще не заморачивается, что он там с цифрами не угадал, что он там что-то не так назвал, что он соврал, и вообще это не волнует. Вот это хаос, да, какой-то, я в шоке, что вот
Как бы и президент такой великой страны стал такой человек, да, как он. Когда я говорю, когда наши пляшут под дудку России, это еще можно понять. Потому что, как бы, мы действительно слабые страны, там, зависимы от России и так далее. Но когда президент США, держава номер один в мире, повторяет один в один то, что говорят там российские пропагандисты, вот это уже... Вот он обвинял там Байдена в том, что Америка потеряла международный авторитет из-за того, что вышла из Афганистана, это позор. Но при этом он разве не понимает, что если сейчас Америка сольет Украину, то это будет 100 раз больше позор, чем слитие Афганистана, да? Потому что Украина, по сути, это как бы... Она входит в европейскую, да, вот эту вот семью, да, как бы. Она больше склоняется всегда к Западу. И она часть Запада, да, стремится к этому. Поэтому сливать такого своего союзника очень недальновидно с точки зрения внешней политики. Потом вот его противостояние там с Европой, да, это ближайшие союзники Америки. Противостояние с Канадой, с Великобританией тоже, у них там тоже начинаются, да, вот эти трения. Всю вот годами наработанную внешнюю политику, там вот эти вот союзы, да, Америки там с европейскими странами, Западом, он все это просто сливает. Не кажется ли вам, что события в Украине, особенно вот последние, показали то, что Кыргызстан должен определять свою внешнюю политику в русле многовекторности? Да, все яйца, в общем, на одну корзину нельзя ставить. Потому что любой, да, может выдать какое-то такое. Да, в шоке же мы, да, в шоке То же. есть если полностью сделать ставку на Россию, вот мы видим, что Россия, да, там, делать ставку на Америку, там вот Трамп, пожалуйста, появился, который сказал, что кто с Кыргызстаном связи прервал, со своими ближайшими союзниками связи прервал. Конечно, с Он говорит, самыми он близкими. хочет сделать Канаду частью Соединенных Штатов. Он хочет напасть на Гренландию. А Гренландия — это часть Дании, а Дания — страна НАТО. Вот. То есть, ну, это вообще кошмар, на самом деле, да. И тут в этом плане ты абсолютно прав, что Кыргызстан должен вести многовекторную политику. Я хотел, наверное, пост написать, что я не написал. Мы сейчас видим, да, как Россия сблизилась с Америкой. Я вот хотел пост написать. А теперь нам можно дружить с Америкой? Хороший вопрос. А теперь Кыргызстан может дружить с Америкой, да? То есть, понимаете? То есть сейчас получается что? С республиканцами можно. Да. И, то есть все это время мы могли получать какую-то пользу от взаимоотношений с Америкой, не оглядываясь на Россию, да? Но мы этого не делали, потому что мы боялись России. А сейчас Россия стала дружить с Америкой, и теперь, значит, мы можем дружить с Америкой, да? Поэтому всегда надо во главу угла ставить интересы Кыргызстана. Скажем, во времена администрации Байдена они более лояльно относились там, к каким-то другим там, странам, да? Они стремились наладить сотрудничество. Америка — это сумасшедшее, да, количество денег. Отказываться от такого партнера, ну, это глупо. Потому что там такие могут ресурсы зайти, да, такие колоссальные деньги, если вот наладить правильно взаимоотношения с Америкой, что там ни одна страна не в состоянии будет так финансово влиться в Кыргызстан, да. Экономика одной Калифорнии, экономика 2 или 3 России, по-моему, да. Там бюджет Нью-Йорка, он там чуть ли не всему бюджету Российской Федерации равняется. Да? И как можно с такой страной не сотрудничать? Опять-таки, если такие пророссийские у нас как бы граждане, они во главу угла ставят силу. Ну, раз вы считаете, что во всем мире действует право сильного, то почему мы должны отказываться от сильной Америки? И она намного сильнее России. То есть мы подвергаем себя риску. И еще надо понимать, что мы вывели американскую базу. При этом же никакие санкции Америка на нас не наложила. Она могла нас отключить от свифта, да? Она могла нас вообще вырезать с финансовой мировой системы, да? И это было бы страшнее, чем шантаж там нашими мигрантами, да, или там энергоресурсами. А вот ты представь теперь, если мы выведем американскую базу, что будет? Какие санкции будут со стороны России по отношению к нам? Это даже представить страшно, правильно? Это сразу начнутся гонения на мигрантов наших, это сразу начнется там блокада энергетическая, границы закроются. По просьбе России Казахстан закроет границы, все закроют границы. Это блокада будет полная, да? При этом почему-то американцы плохие. То есть мы понимаем, вот, на что пойдет Америка в случае, если мы не делаем что-то не по ее, да, указке, и на что пойдет Россия. Россия пойдет на гораздо более жестокие меры, чем Америка. Америка вообще никак не отреагировала. Хотя Америка имеет все возможности нам устроить такую жесть, что там мало не покажется, да? Вот изучая мировую политику, изучая вот эти вот процессы в каких-то развитых странах, там, странах третьего мира и так далее, я понимаю, что успех любой страны, он не в том, чтобы выбрать какого-то хорошего президента, идеального президента, а успех куется самими гражданами. Там, где сильное гражданское общество, там, где подконтрольные государственные органы, там, где прозрачные вот эти вот расходы все, да, эти страны добиваются успеха. Соответственно, цель была изначально
сделать наших граждан более активными, чтобы гражданская позиция была у граждан, да, чтобы у нас же как, большинство граждан Кыргызстана вот выбрали президента, все, он все должен сам сделать, короче. И вот такой вот инфантилизм, да, и присутствует у наших граждан. Там MCN Coin купил, все, вот я сейчас разбогатею. То есть вера в какие-то сказки, да, что вот что-то сказочным образом поменяется. Но мы должны понимать, что выбирая президента, на этом работа не заканчивается. То есть каждый, по сути, не только там наши там правители, да, вообще в целом человек устроен так, что, приходя во власть, он в какой-то момент начинает отрываться от реальности. В какой-то момент он начинает свои интересы ставить выше общественных, да. И для этого нужен постоянный контроль со стороны гражданского общества. То есть, выбрав президента, на этом работа простых граждан не заканчивается. Надо продолжать. Вот, скажем, та же самая смена флага, да. Большинство было против. Везде мы это видели, в комментариях, все там люди говорили, писали. То есть было понятно, что большинство граждан против. Но при этом на митинг против нового флага вышло мало людей, да, достаточно. Но если бы вышло там 5-10 тысяч людей, 100% у нас был бы сейчас наш старый флаг. И для этого не надо никаких революций. Не надо. То есть просто мы доносим до власти, что вот не надо этого делать, народ против, и как бы остановитесь, да. То же самое любые другие законопроекты. Мы должны понимать, что в любом случае со стороны власти, какой бы она ни была хорошей, будут моменты, где они будут допускать ошибки, где они будут делать что-то не в интересах граждан. Если это не в наших интересах, то люди должны выходить и доносить это. Там что угодно, ККМ, земельный кодекс. Там. Кстати, вот благодаря вот активистам я вот первый раз, это было во времена Джеймбекова, это было ПДП называлось. План детальной планировки. По сути, это был тоже как бы хотели узаконить изъятие частной собственности у людей, да? Тогда я активно выступал против этого, тогда мы отстояли, и ПДП в итоге не приняли. Сейчас вот по земельному кодексу я уже не так активно участвую, но я продолжаю как бы в этом писать. Там есть ребята, активисты, они там собирали подписи. И вот эта вот активная деятельность в итоге привела к тому, что президент был вынужден ответить, сказать, что мы не тронем частную собственность. Вы не так поняли, больше касается сельхозземель, которые не используются. Даже если не используются, мы будем брать в аренду и так далее. То есть, по крайней мере, президент это озвучил. Уже в дальнейшем, если будет какое-то противостояние, если у кого-то будет забирать частную собственность, можно будет сказать: ребят, вот президент вот это же говорил, вы что там творите вообще? То есть любая гражданская активность, она в конечном счете приносит пользу самим гражданам. Причем, вот скажем, активисты ходили, добивались чего-то, а от этого пользу получило очень много граждан. Это небольшая группа людей, там, 100, ну, там 50-100 человек там как-то активно участвовал, но получили пользу от этого миллионы граждан. Понимаете? Поэтому, когда граждане говорят: вот, активисты, что вам делать нечего, там, займитесь делами, там, это, они при этом не понимают, что они борются и за ваши права в том числе. Даже, например, скажем, вот я как бы освещал, да, что там наших мигрантов там в России привлекают, как сказать, насильно забирают на СВО, да. Я эту тему освещал, и чем больше эта тема приобретает резонанса, тем, скажем, у той же российской власти, у нее отпадает желание связываться с гражданами Кыргызстана, потому что это будет резонанс, это будет потом как бы иметь последствия, да, такие негативные. Соответственно, они уже начинают меньше наших прессовать граждан. Они уже прессуют, скажем, больше граждан Таджикистана, Узбекистана, где такой резонанс люди не поднимают, да. То есть от этого, то есть, по сути, мне казалось бы, что мне, да, до этого СВО. Я сижу у себя в Кыргызстане, в Бишкеке, да. У меня никакой опасности, что меня заберут на СВО, нету. Но, борясь за это, борясь за наших граждан, я приношу пользу гражданам, которые в России находятся. И изначально я вот начинал свою деятельность как гражданский активист. То же самое там по добыче урана, да, на Иссык-Куле. Мы выступали против, мы отстояли. Сейчас в итоге вот я не знаю, что там происходит. Сейчас вот подавили вот эту активность, да, гражданскую. И, соответственно, от этого выигрывают все граждане Кыргызстана. Потому что если, не дай бог, будет там утечка урана и так далее, то на Иссык-Куль в итоге никто не поедет. Не будет ни туристов, никого, да. Сейчас вот я не знаю, что там происходит, но проблема в том, что активность граждан подавили,
И это не встретило какого-то сопротивления со стороны большинства граждан Кыргызстана. То есть из-за того, что подавили активность гражданских активистов, от этого страдают все граждане Кыргызстана, потому что они отстаивали интересы всех кыргызстанцев. Да. И вот я говорю, при Джеймбекове я начинал свою деятельность, я, в принципе, никогда себя не позиционировал как там какой-то там супероппозиционер. Я конкретно по каждому вопросу, я понимал, что надо выходить, протестовать, чтобы это отстоять интересы кыргызстанцев, да. Те же самые свободные СМИ. Это в этом заинтересованы граждане Кыргызстана, чтобы СМИ были независимы. И потому что если завтра все журналисты будут зависимы, у тебя будет завтра возникнуть проблемы, к тебе с госканала никто не придет и не скажет, вот по отношению там, к такому-то гражданину там представители власти допускают там неправомерные действия, там забирают частную собственность. Тебе с КТР не придут. Тебе придут с Азатыка, с настоящего времени. Или какие-то там независимые блогеры к тебе придут. А провластные не придут. Поэтому, когда я, скажем, выступаю в защиту там независимых СМИ, когда я выступаю в защиту свободы слова, я понимаю прекрасно, что в этом заинтересован я, но не только я, и все граждане Кыргызстана в этом заинтересованы. И поэтому это постоянная борьба. Борьба, но без там каких-то революций. Да? То есть по конкретному каждому вопросу надо выходить, протестовать, говорить, что мы против. Так нельзя, это не в наших интересах. И так можно отстоять. И все это в итоге вылилось в то, что как бы в конечном счете президент, который не прислушивался к мнению людей, к мнению народа, то же самое, скажем, когда выборы прошли, да, в 2020 году. Мы тоже не планировали там свергать Джеймбекова, да? Мы просто были возмущены беспределом, который был на выборах. Это был страшный беспредел. Такого никогда не было. Это были самые грязные выборы. У меня на моем избирательном участке, вот школа недалеко от нас там, никогда не было очереди. Какие бы выборы ни были, президентские, парламентские. Я всегда приходил, спокойно заходил, там даже передо мной одного-двух людей не было. В 2020 году очередь вышла за пределы школы. То есть по территории школы она шла, и за воротами там на тротуаре где-то очередь закончилась. То есть было понятно, что это беспредел, идет страшный подвоз. Страшный подвоз, и это абсолютно нелегитимные выборы. И мы вышли и протестовали против этого. Говорили, ребята, как бы это же беспредел, зачем вы это делаете? Давайте назначайте новые выборы и уже проведите их чисто, честно, да? У вас сейчас нет ощущения, что просто иные люди воспользовались ситуацией, что вы не дожали до конца? Приостановим, как бы уже сбавил немного обороту по части гражданской активности, потому что проблема в том, что у нас всегда была надежда, что если придут новые люди, молодежь, что будет там иллюстрация, да, что, скажем, чиновники или там какие-то госслужащие, там депутаты, которые себя как бы дискредитировали, что они уже не придут во власть. Была надежда, что мы добьемся этого. Но сейчас, получается, опять мы видим, да, что как бы, по сути, идет просто там перетасовка колоды, да, там, а во власти, ну, на многих позициях остаются как бы старые политики. И, по сути, ничего не меняется. И люди... Проблема в том, что люди сами выбирают опять, как я говорил, политиков из старой плеяды, да? И, соответственно, ну, есть ли смысл бороться, если в конечном счете результат будет такой же опять? Ничего не поменяется, по сути, принципиально. Поэтому, как бы, в целом я сейчас стараюсь людей просвещать по каким-то вопросам, пишу там на какие-то темы, да, чтобы понять, чтобы донести до людей какой-то глубинный смысл каких-то вещей, да, конечно, ну, просвещать людей, потому что действительно люди как бы просят многие, да, когда я приостанавливаю даже свою активность в соцсетях, многие пишут там, типа, а что ты пропал, типа, а что ты не пишешь там. Ну, и я как бы на этом уровне продолжаю как бы это все делать. Но все-таки общество тоже должно меняться, у граждан должно мышление меняться, потому что отчасти высказывание, что мы достойны правителей, которые есть, она отчасти правильная, да, потому что раз народ согласен, раз народ как-то не высказывает свое недовольство, ну, значит, все Не устраивает. кажется ли вам, что надо, ну, продолжать работу политическую, то, что надежда все равно, оно есть, не сейчас, но завтра, да? Нет, конечно, продолжать надо, потому что в любом случае надежда умирает последней. Но просто у нас проблема в том, что и во власти тоже сидят люди, которые приходят во власть люди, которые
И, может, они даже сами не замечают. Изначально, может, у них какие-то другие планы там действительно все преобразовать, но потом в конечном счете это все заканчивается тем, что было до этого, да. И как-то, может, они действительно не замечают этого. И в какой-то момент просто у нас действительно народ хоть и, как сказать, не хочет постоянно вести работу, да, не хочет быть постоянно вовлеченным в политические процессы, не хочет постоянно бороться, то есть какие-то там вести такую активную гражданскую деятельность. Но потом, в какой-то момент, когда чаша терпения переполняется, просто вот так вот в один момент искрой может стать что угодно. И опять народ может выйти, и опять все там принципиально в корне поменяться может, да? Но проблема в том, что у нас политики, которые приходят новые, они вот этот урок забывают. Забывают, начинают тоже опять терять связь с реальностью, они опять окружают себя людьми, которые им с утра до вечера говорят: все хорошо, вас все поддерживают. Вообще там ни за что не переживайте, там не будет никаких волнений, вы все правильно делаете. А в конечном счете, Джеймбекова тоже до последнего говорили, я уверен, да, что там все правильно, там отстоим, там митинг, чепуха, завтра там будет новый день, завтра у нас будет новый парламент, все ништяк, там все, ничего не поменяется. В конечном счете эти люди оказывают медвежью услугу тому же Джеймбекову, да? Потому что если бы, скажем, рядом с ним оказался человек, который сказал: Сооронбай Байке, да, как бы там неправильно получается. Действительно, вот это вот, ну, прям очевидно было, да? Очевидно было, что выборы грязные. Видите, народ вышел. Давайте не будем провоцировать народ. Давайте сделаем перевыборы. Постараемся уже более чисто провести, да? Тогда бы сейчас Джеймбеков вполне возможно усидел бы во власти, да? Парадокс в том, что потом эти люди до последнего говорят: все хорошо, все хорошо, все хорошо. Потом уже, когда уже не все хорошо, они уже говорят: я тебя не знаю, кто ты такой вообще. Я уверен, что Джеймбеков с советниками, которые им до последнего говорили, что все хорошо, на следующий день они даже трубку не брали, когда он звонил. Реально ли можно у нас провести иллюстрацию? Ну, отчасти, конечно, вот именно в том виде, в котором мы понимаем иллюстрацию, в полной мере провести, наверное, все-таки не получится, потому что все-таки у молодых политиков опыта не так много. И это было видно в 2020 году, кстати, тоже, что... Да вот именно о молодых тоже, пожалуйста, детально именно, какова была роль молодежи и в чем их минус? Ну, я просто в 2020 году, когда вот еще было как бы сегодня 6 числа уже, когда после революции была неразбериха, там Джеймбеков непонятно где был, там непонятно кто будет всем управлять. И вот на тот момент, помню, молодежь выходила возле Дворца спорта и говорила, что вот там старых нельзя, там и так далее, но при этом альтернативу никакую молодежь не предлагала. Не предлагала такую альтернативу, которую бы одобрили другие граждане Кыргызстана. И поэтому, то есть молодежь как бы была против, но не предложила методов решения, да? Моя функция заключалась в том, чтобы я хотел, чтобы вот все партии, которые вышли против этих грязных выборов, чтобы все представители этих партий собрались, договорились, выбрали нейтрального там премьер-министра, назначили выборы в Чурку-Кенеши поскорее, да? И все потом, чтобы это все вышло такое в легальное русло, правовое русло. Ну, к сожалению, этого не получилось. Опять это проблема, скажем, старых политиков, которые считают, что в какой-то момент даже политики с небольшим электоратом возомнили себя там самыми важными, самыми там главными, что от них все зависит. И просто люди не смогли договориться. В конечном счете, ну и молодежь тоже как бы она... То есть, знаете, как был хаос какой-то. Ну там же, что по сути, реформа, партия ваша, не знаю, объединилась с Атамбаевым, с Бабановым, и этот вопрос... Вот это да, это такой очень... Да, вот из-за этого у нас очень было, кстати, внутри партии такие тоже разногласия начались, потому что... Именно из-за этого вопроса, да? Да, вот изначально мы позиционировали, именно наша партия, я не говорю там про то, что там во власти все должны быть там новые, да, но именно наша партия позиционировала себя как партия без старых политиков. Реформу поддержала Бабанова, многие были с этим не согласны. Потом, когда пришел Атамбаев, те, кто, кстати, поддержал Бабанова, они потом удивились, что пришел Атамбаев. То есть они тоже были не готовы к этому. А получилось так, что реформу поддержал и Бабанов, и Атамбаев. Хотя та часть, которая поддержала Бабанова, не поддерживала Атамбаева. И осталась часть, которая не поддержала ни Бабанова, ни Атамбаева. И я в том числе был в числе тех, кто не поддержал ни Бабанова, ни Атамбаева. И я просто... На тот момент мы вышли в митинг против ОПГ, так он назывался, да, то есть против таких криминальных элементов, которые могли прийти на эту власть. Я вот с такой целью вышел, но я прям у себя в посте написал там на странице, что я против Бабанова, я не считаю, что он должен быть премьер-министром. Но я вот вышел сегодня вот с другой целью. И в конечном счете вот люди, не стали естественно, кто будет разбираться в деталях, да, там читают, что реформу поддержала Бабанова. Потом пришел Атамбаев, значит, я Атамбаева поддержал. Да, конечно. Да, и это получилось так, что восприняли, что поддержали и Бабанова, и Атамбаева. Вот такие нюансы, получается, были. Хотя, об этих нюансах не все знают, но они были. То есть та часть, которая поддержала Бабанова, удивилась, что пришел Атамбаев. А потому что Атамбаев это не согласовал
вернее, Бабанов согласовал это с реформистами, которые его поддержали. И, соответственно, получилось так, что в итоге там реформу поддержал и Бабанова, и Атамбаева. Хотя, вот я говорю, вот я почему говорю, что, скажем, то есть и молодежь не была готова в том плане, что она не была готова, даже те, кто митинговал возле Дворца спорта, она не была готова к тому, чтобы вот именно даже те партии, которые были против выборов грязных, которые ведут переговоры, там 11 партий, да, чтобы даже они там вели переговоры, да, даже они там выдвинули кого-то, они были вообще против всего. Ну, очень было такое хаотичное такое время, когда каждый верил в то, что будет лучше так, как он хочет, но при этом это как бы имело мало общего с реальностью. После этой ситуации вы покинули ряды реформы, да? Ну, реформу покинули позже немного, потому что изначально как бы у меня была мысль выйти из реформы после того, как поддержали Бабанова, но просто из-за меня туда пришло очень много людей, перед которыми, ну, у меня была определенная там ответственность, да, что есть я как бы их сам туда привел, а потом взял и ушел сам, да, они остались. И я так не хотел делать. В какой-то момент, получается, мы вышли через несколько месяцев после этих событий всех. Ну, там просто уже такие, я просто сейчас не буду, тоже будет не совсем как бы корректно это все рассказывать, все нюансы. Просто была категория людей, которые продолжали, вернее, хотели, чтобы реформа оставалась именно такой чистой от старых политиков. Была реформа, которая была готова сотрудничать там с старыми политиками, да. Вы И мы из первых или из вторых? мы были из первых. Ну, при этом, опять-таки, я там не осуждаю тех, которые там были за сотрудничество, потому что у них своя правда, да? У них свои какие-то доводы были, у нас были свои доводы. Мы изначально наша цель — возродить в людях надежду в то, что возможен приход в политику людей, которые не имеют ничего общего со старой политикой, да, Кыргызстана, вообще со старыми этими всеми вещами. Мы видели, что есть у людей потребность в этом, что есть запрос на это, и мы сами в это верили. И вот мы хотели именно, то есть, ну, либо никак, либо вот так, короче. То есть мы именно, я не говорю в целом то есть, ну, надо понимать, то есть ты могут сказать, что там ты сам себе противоречишь, там молодые там были против новых, но при этом надо было там со старыми сотрудничать. Я имею в виду, что во власти в целом без старых политиков не обойтись, потому что у них есть опыт, у них есть знания, у них есть там контакты какие-то, да, связи и так далее. Но я говорю именно о конкретной партии. Я до сих пор верю, что может быть партия такая появится, да, или там группа каких-то людей, которых поверят граждане, которые будут поддерживать, чтобы они стали частью политической жизни страны. Но в масштабах страны, конечно, полностью как-то иллюстрация в понимании, что вот просто всех старых убрать, но это невозможно, потому что по-любому у них есть опыт, а без опыта никак. Опыт и там и в чиновничьей сфере, там, бюрократии, да, и опыт там политической жизни какой-то. Ну, это все просто очень необходимо. Но при этом обновлять тоже надо. Необходимо вот потихонечку, чтобы с одной партии там пришли, да, как бы одна партия, чтобы там новая, обновленная пришла, которая тоже там ребята опыта набрались, но уже с какими-то новыми идеями, да, и потихонечку так преобразования начнутся в Кыргызстане. Вот я в это верю, как бы. Иллюстрация в чистом виде, в котором вот она вообще по определению там мы знаем, она как все-таки тяжело, конечно, сделать. Партию реформу назвали Балконским же. Да. Может быть, именно в этом названии кроется и проблема этой партии, то, что она являлась именно партией Балконских, да? Что это значит? Нет. Это же маленький электорат. Мы, в принципе, вот, ну, как бы я, по крайней мере, да, я не знаю, как другие ребята, но я прекрасно понимал, мы вряд ли попадем в парламент. Изначально было понимание, да? Я это понимал прекрасно, что вот у нас действительно электорат в основном балконский. Я как планировал и думал, что в любом случае, учитывая то, что у нас не было финансирования, учитывая то, что власть всячески противодействовала нам, потому что, вот, насколько я слышал, там даже вызывали бизнесменов, которые хотели нам проспонсировать нас, вызывали и говорили, если проспонсируете, у вас будут проблемы. То есть препятствовали во всем. Не то, что даже у нас не было ресурсов. В принципе, ресурсы можно было найти, но противостояние было на всех уровнях. То есть всячески вот препятствовали нашему продвижению. Да, мы никого не подкупали. У нас было, то есть, когда-то массово все скупали голоса, то есть все наши голоса, это 100% избиратель сам встал, пошел, проголосовал, без никаких денег. И это очень ценно на самом деле, потому что то, что там у Беримдика, у Мекенем Кыргызстана были там гораздо больше голосов, это не имеет никакой ценности в том плане, что просто люди тупо продались, и все. Да? Люди получили деньги, проголосовали, и все. Ну, то есть никакой поддержки реальной от народа не было. То есть человеку было все равно за Мекенем Кыргызстан голосовать, за Беримдик
или за Кыргызстан, кто деньги даст, за того и проголосует. А у нас именно все наши голоса, это были конкретно люди, которые пошли, встали, проголосовали. Поэтому в этом успех был на самом деле колоссальной реформы. Вот я даже вот, например, в городе мы были одни из первых. Мы не сильно отставали даже от лидера, там буквально мы набрали, по-моему, 18 тысяч голосов. В то время как на первом месте был то ли Беремдик, то ли Мекин Кыргызстан, у них было там 20 тысяч голосов. По городу, да? Да, по Бишкеку. городу, то есть мы очень хороший результат показали. Изначально я планировал так, что мы реформа себя показала, люди в нас поверили, и в дальнейшем намечались выборы городской кенеш. Мы планировали город забрать, как минимум там 30% забрать. И это было реально. То есть изначально мы понимали прекрасно, на республиканском уровне вряд ли, даже если выборы были бы чистыми, что проходной, может быть, набрали, но маловероятно, да? Даже если все было по-честному, чисто, вряд ли мы прошли бы, но это была подготовка мощная к городским выборам. А город мы могли бы там просто вынести, да? И вот и был расчет на это. Поэтому все было вполне реально. А город, вы же на город вышли с другой партии? Вышли с другой партии, да. Изначально вообще мы, получается, когда были городские выборы, мы уже вышли из реформы. И вообще мы и не планировали, то есть мы у нас создали другую партию, Демократическое движение Кыргызстана, вернее, она уже была, мы переформатировали. Да, переформатировались, получается. Были уже в этой партии. Изначально мы на городские выборы не планировали идти, потому что финансирования не было вообще никакого абсолютно. То есть даже там после реформы мы и так там все делали на энтузиазме, там, за счет средств наших сторонников и своих средств. То есть мы уже были опустошены, да, после реформы. Соответственно, у нас никаких ресурсов не было. И мы не планировали идти. Но потом появились люди, которые нам пообещали финансирование. Какие люди? Что за люди? Не американцы, случайно? Нет. Наши граждане, которые... я, честно говоря, знаете, я даже это воспринимаю, наверное, как какую-то спецоперацию, что ли, по нашей дискредитации. Потому что нам пообещали, что будет финансирование, что вот это все, а потом мы говорим, все хорошо. То есть мы обрадовались, мы в любом случае хотели участвовать, но не было возможности. А потом эти люди, пообещали, и в итоге, то есть до последнего мы ждали, что будет финансирование, ждали, что деньги будут, нам эти люди предоставят. Никакого зарубежного не было там чисто вот наши граждане, то есть никакой там Америки, ничего близко не было. В день, когда уже начались выборы, эти люди, этот человек к нам приходит и говорит, а денег не будет. Представьте, избирательная кампания началась, денег вообще нет. И это вот я воспринимаю это как... То есть люди хотели дискредитировать нас, видимо, да? Что вот это какая-то, видимо, спецоперация была, да? А, естественно, какой бы ты ни был там популярный, избирательная кампания без денег — это вообще ничто, да? Невозможно ее провести, и, соответственно, мало голосов ты наберешь мало. И потом, получается, еще так получилось, что, я не знаю, это уже часть спецоперации или это была случайность, но у нас очень многие в первый день начала агитации у нас заболели люди коронавирусом. Я сам слег на 3 недели, я вообще не был. У меня 30% поражения легких было. Я даже никакой избирательной кампании там особо не было возможности провести, потому что я даже выйти не мог. Только вот в конце в КТР, когда там выступали мы на КТР, тоже было ближе к концу, я уже более-менее себя лучше чувствовал, да. То есть, получается, финансирования нету, куча людей с коронавирусом слегло. Естественно, какая компания может быть? Параллельно реформа тоже участвовала, да? Да, реформа участвовала, но мы при этом, на удивление, мы набрали там 1,5 или 2 тысячи голосов. То есть это было даже круче, чем у других партий, которые там влили очень большие деньги в кампанию избирательную. Тем не менее, мы набрали там достаточно неплохо, да, на фоне того, что у нас вообще ничего не было. Конечно, мы под конец уже там начали что-то суетиться, какой-то минимум мы там, даже не то, что минимум, 1% из того, что могли сделать, сделали по мере возможности. Естественно, это было недостаточно. После этих событий в ваших взглядах политических что-либо поменялось? Может быть, ваш подход? Естественно, это колоссальный опыт, то есть на многие вещи уже начинаешь по-другому смотреть. Так прям конкретно, может быть, не назову я, но когда конкретно что-то, какая-то ситуация появится, я уже буду знать, как действовать в этой ситуации, да, скажем. То же самое, если вдруг запланируем где-то баллотироваться, да, и так далее, и там появится человек, который скажет, я там помогу вам, я там финансовую помощь окажу, мы уже скажем, вначале ты окажи, а потом уже, исходя из этого, будем общаться, да? То есть, а тут, получается, мы до конца верили, что там человек принесет, там, да, там, вот-вот-вот. А в итоге все просто сказал, нет, все. И вот как это воспринимать? Да. Заставили участвовать, обнадежили. Мы пошли участвовать, а потом говорят, а денег нет. Первый день агитации. Очень хороший урок. У меня будет к вам вопрос завершающий. Я задаю этот вопрос всем нашим гостям. Очень важный в моем понимании. Скажем так, у вас на руках оказалась абсолютная власть. Вы стали президентом. Каково будет ваше первое решение?
С чего вы начнете? Вот, знаете, на примере Соединенных Штатов сейчас единственная надежда вся, да, в Америке на систему сдержек противовеса. Когда люди, вот мне на самом деле надо было обладать очень колоссальной волей, да, и действительно переживанием за свою страну, чтобы внести такие поправки в Конституцию, когда ты осознанно, находясь во власти, ограничиваешь себя во власти. И вот пока там не прошло какое-то время, пока вот именно ты за идею еще горишь, болеешь за Кыргызстан, на первых порах сразу да, внедрять такие законопроекты, такие вот ограничивающие абсолютную власть, да, когда вот человек не может узурпировать власть. То есть там вот эти поправки, вот, которые в Соединенных Штатах есть, то есть, в принципе, ничего придумывать не надо. Все это есть в конституциях там развитых государств, да, когда конкретно вот власть ограничивается, когда человек не может бесконечно продлевать свои сроки, когда человек там не полностью, да, там, как сказать, все контролирует, когда есть силы, которые его сдерживают, ограничивают, которые говорят, так нельзя, там, то есть, и, соответственно, постараться внедрить эти механизмы, которые контролировали бы в дальнейшем всех последующих президентов, последующих там премьер-министров кого угодно, в их действиях, да, чтобы потом народ всегда, у него были механизмы сказать, блин, что-то ты неправильно себя ведешь. Даже если, вот, скажем, те же самые вот Соединенные Штаты 2 сроками ограничены, да, это очень правильно. Потому что любой человек, любой, неважно, какой бы он там красавчик не был там, какой бы он там не был прогрессивный там, да, наступит момент, когда он начнет терять связь с реальностью. И в этот момент должен быть барьер какой-то, который скажет ему, все, а дальше нельзя. Вот мы же видим, вот, например, на примере там президентов постсоветских стран, которые там уже, когда приходили, говорили, там, это невозможно на этих галерах рабских работать там бесконечно, да? Я там максимум 2 срока отсижу. Лукашенко, он там, когда приходил, говорил, я пришел, чтобы, как сказать, прогнать 70-летних из власти. А сейчас ему самому 70 лет, он опять избрался на новый срок. То есть это говорит о чем? О том, что идет колоссальная трансформация человека. Тот же самый Путин, начало нулевых, это абсолютно другой человек. Это был на самом начале, это был очень прогрессивный человек. Он все вот эти... вот я когда учился в России в начале нулевых, экономическое законодательство в России было вот просто очень супер привлекательно. Потому что я сравнивал с нашим. А там на первых порах, когда ты открывал бизнес, у тебя первые 3 года тебя вообще никто не имел права проверять. Ты не платил никаких налогов. То есть настолько было привлекательные условия, что я, даже будучи студентом, задумывался над тем, чтобы открыть свою ИПшку там в Москве, да. А сейчас, ну, это абсолютно совершенно разные люди, совершенно разный подход. Тогда у него не было стремления там стать вторым Петром Первым, да. Тогда у него была основная цель экономически там развить Россию, да. Тот же самый, я уверен, Лукашенко, у него были другие совершенно там планы, взгляды, да. А сейчас это другие люди. Сейчас у них основная цель — удержать власть. Внешней политики, ущерб внутренней политики. То есть это уже все. Конечная цель — просто удерживать власть. И если бы вовремя Путин ушел, то Россия сейчас, ну, это была совершенно другая Россия была бы. И не надо было бы не развязывать никаких войн. Вот Россия — это колоссальная территория. Вот просто каждый год там вымирают сотни, десятки сел, да? Просто поля не обрабатывают, зарастают там этими сорняками, да? То есть эти все деньги можно было направить в Россию. Зачем вот здесь деньги тратить на войну? Если бы была сменяемость власти, то есть важно, чтобы в политике была конкуренция. Конкуренция порождает качество. Это везде работает. Работает в производстве, работает в бизнесе, везде. Это конкуренция порождает качество. То же самое, если в политике есть конкуренция, то будут качественные политики. Если конкуренции нет, то в конечном счете это заканчивается тем, что сидит старый такой дедок, который уже не заинтересован ни в каком развитии, у него нет конкуренции, ему не надо ничего никому доказывать, ему не надо ничего работать, не надо, да? Ему просто надо дальше сидеть, чтобы его никто не трогал. И для этих целей они уже готовы развязывать войны. Потому что когда всегда это, ну, классическое, это еще с времен Древнего Рима, там, если у тебя внутренние проблемы там зашкаливают, находишь внешнего врага, и все, и народ переключается, да? И можно уже внутренние проблемы не решать, а воевать там и уже
пока ты там не умрешь, там народ там будет тебя поддерживать. Ну, как бы это вот, даже если не поддерживает, он ничего не сможет сказать, да, потому что, ну, там просто тупо военное положение вводишь и там делаешь, что хочешь. Отлично. Спасибо вам. Вам Желаю спасибо. успехов в вашей деятельности. Спасибо вам тоже, удачи.